Здравствуйте! Сейчас смотрите брифинг оперативного штаба республики о текущей эпидобстановке в регионе. Прямая трансляция вашему вниманию. Здравствуйте, Ольга Валерьевна, о текущей ситуации. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Саха-Якутия остается в режиме повышенной готовности. Она находится под контролем как органов государственной власти, так и органов местного самоуправления на территории республики. На 7 декабря 2020 года выявлено по данным управления Роспотребнадзора 214 новых случаев коронавирусной инфекции. На столицу нашей республики приходится 110 случаев. Большинство случаев, больше 10 случаев, приходится на такие районы, как Алданский, Нерюнгринский и Алюкминский районы. Идет небольшое уменьшение заболевших в Горном и Мегино-Кангаласских районах, в Ангинском и Верхоянском по 7 и по 8 случаев соответственно. Необходимо обратить внимание на осложнение ситуации в Вилюйском районе, в котором на сегодняшний день у нас достаточно большое количество людей находятся на инфекционных койках в стационаре Центральной районной больницы. В целом ситуация, характеризуя ситуацию в том числе и за выходные дни, необходимо обратить внимание, что медики наши продолжают работать в том же усиленном режиме. Достаточно сегодня всех ресурсов, как коечного фонда, так и ресурсов, соответственно, лекарственного обеспечения, для того, чтобы у нас на настоящий момент стабилизировать и в медицинском плане ситуацию по коронавирусной инфекции. За сутки лабораториями республики было проведено 1900 исследований на коронавирус. И мы перешагнули непосредственно за эти выходные за 800 тысяч. И на настоящий момент всего с начала эпидемии обработано в республике и сделано 805 тысяч 292 теста. Хотелось бы сегодня обратить внимание на моменты, которые связаны, безусловно, в том числе с социальными стандартами или, возможно, какими-то нашими новыми традициями по встрече Нового года. На настоящий момент главой Республики Саха-Якутия поставлена задача перед всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления обеспечить безопасную встречу Нового года. Поэтому на настоящий момент наши учреждения культуры в пределах своего репертуарного плана должны осуществлять деятельность, исходя из требований Роспотребнадзора. Часть учреждений культуры уже начинают постепенно работу, начинают принимать зрителей с обязательным использованием рециркуляторов, масок, соответственно, и с использованием всех остальных правил по социальному дистанцированию. Поэтому, планируя свои, прежде всего, в том числе и новогодние мероприятия, планируя любые свои мероприятия, связанные со встречами с кем-то, хотелось бы, чтобы обращали внимание на то, что существуют новые требования, которые в обязательном порядке направлены для того, чтобы сохранять ваше здоровье. А ваше здоровье в ваших руках. Здоровья всем! Это был традиционный брифинг оперативного штаба Якутии о текущей эпидобстановке в республике. Это новости на Якутии-24. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Актированные дни на севере. Занятия частично отменены для учащихся ряда школ Верхоянского района. Развитие авиаотрасли. Укрупненный центр управления воздушным движением запустили в Якутске. События посетили глава республики и замруководителя Росавиации. Пенфонд сообщает, переход на электронную трудовую книжку завершается 31 декабря этого года. Занятия частично отменены для учащихся ряда школ Верхоянского района. Так, актированные дни объявили для учащихся с 1 по 4 класс в Такуминской, Осохтохской, Мачахской и Эсяхайской школах.
Также занятия отменили для школьников, обучающихся с 1 по 6 класс в Табалахской, Черемчинской, Столбинской, Бурлахской и Верхоянской средних школах. В Эгинской и Эльгетской образовательных учреждениях на занятия не пойдут ученики с 1 по 7 классы. С 1 по 9 классы не учатся в Адычинской СОЖ. Температура в районе варьируется от минус 48 до минус 52 градусов. Что касается погоды на северо-востоке Якутии в целом, то температура воздуха в понедельник утром упала до минус 50 градусов. Предупреждение об этом опубликовано на сайте Якутского гидрометцентра. Так, в пункте наблюдения Усть-Мома в Момском районе термометры показали минус 45. В Верхоянске, как мы отметили, похолодало до минус 49-50. В Устнере и Аймяконе морозы усилились также до минус 50 градусов. Несмотря на такую погоду, школьники Аймякона утром пошли в школу. В администрации села пояснили, что занятия для школьников с 1 по 5 классы отменяются только при температуре минус 52 градуса. А в Якутске сегодня в 9 утра было минус 27. К концу недели температура воздуха на большей части Якутии приблизится к своей норме. Ожидается, что морозы усилятся с четверга. С сегодняшнего дня официально заработала переправа по направлению Покровск-2 Жемкон. Проезд разрешили автомобилям массой до 3 тонн. Дальнейшего повышения грузоподъемности не будет. Обустройством и обслуживанием переправы занимается администрация 2 Жемконского наслега. Что касается переправы Максагалох-Качекадзе, то в этом году она откроется, когда лед на этом участке реки достаточно окрепнет для проезда транспорта до 10 тонн. По нашему району везде разная толщина. Местами даже открытая вода, полынья. То есть гарантии нет, что там можно проехать. Вот это место у нас конкретно мы проверили. То есть здесь соответствует, тут 40 сантиметров лед. В Максагалохе в данный момент там 30 сантиметров всего лишь лед. Поэтому это очень мало. 50 сантиметров надо. К другим новостям. Укрупненный центр управления воздушным движением запустили в Якутске. Это всего лишь 14-й подобный центр из всего 15 центров на территории России. Торжественную церемонию провели с участием главы республики Айсена Николаева и замруководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Центр в Якутии оснащен самым современным автоматизированным системами управления воздушным движением, прежде всего в целях обеспечения безопасности. Строительство этого объекта началось в 2011 году. Проект предусматривал не только сооружение нового здания, но и осуществление всего комплекса работ по созданию новой структуры воздушного пространства, оптимизации сети воздушных трасс, а также внедрение новой автоматизированной системы организации воздушного движения в республике. В этом центре размещена самая современная автоматизированная система управления воздушным движением. Технологии данной системы позволяют заблаговременно авиадиспетчерам прогнозировать конфликтные ситуации между воздушными судами в воздухе, позволяют совершить ряд мероприятий, связанных с оптимизацией воздушных трасс, возможностью внедрения спрямления маршрутов воздушных судов, которые в будущем позволят сократить полетное время из республики и в республику. Также технологии безголосового взаимодействия между смежными диспетчерами позволят повысить уровень безопасности полетов. Это 13-й укрупненный центр, он предпоследний в рамках программы федеральной целевой программы модернизации единой системы организации воздушного движения. Это знаковый объект, это настоящий алмаз гражданской авиации. Подробнее о том, как начался первый этап по переводу авиадиспетчеров из старого здания командно-диспетчерского пункта в новый укрупненный центр, в сюжете нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Авиадиспетчер Иван Кудин общается с корейским бортом. Командир воздушного судна, входя в зону ответственности диспетчера, приветствует его и докладывает свое местоположение. Иван в этой профессии уже 4-й год. Работа не просто напряженная, но и крайне ответственная. У дирижеров воздушного движения, как принято их называть, нет права на ошибку. Ведь от их умений, навыков и слаженной командной работы зависят жизни тысяч пассажиров, находящихся на борту. В течение смены мы должны внимательно следить за воздушной обстановкой, не отвлекаться на посторонние дела, разговоры, телефоны.
Рабочее место авиадиспетчера чем-то похоже на пульт управления космическим кораблем. Невидимые нити управления воздушными судами, прибывающими и отправляющимися в полет из столицы республики, ведут к диспетчерской вышке. Отсюда аэродром виден как на ладони. В сутки здесь обеспечивается безопасность прилетов и вылетов от 60 до 100 воздушных судов, с экипажем которых диспетчеры находятся на постоянной связи. Коллектив прошел персонал обучения на новой системе, автоматизированной системе ТОПАЗ. Полное обучение, готов к работе на новой системе, которая позволяет автоматизировать некоторые процессы УВД и сокращает время на координацию между другими диспетчерскими смежными пунктами. Но никакой современный компьютер не заменит живого человека. Чтобы не терять навыки и быть в постоянном тонусе, диспетчеры поддерживают свою квалификацию в специальном тренажерном центре. Прямо за стеклом здесь сидит инструктор, который готовит диспетчерам к этим внештатным ситуациям. Это может быть и гололед, и отказ двигателя. Любая ситуация, к которой диспетчер должен быть готов на все 100%. В укрупненном центре сейчас проходит тестирование новой автоматизированной системы. Переход на новую систему – сложный технологический процесс, который производится в несколько этапов. Оборудование достаточно дорогостоящее, потому что здесь реализованы дополнительные функции. Есть такие функции, которые еще нигде в Российской Федерации не были применены. Новая система позволит снизить эксплуатационные расходы, а также повысит пропускную способность воздушного пространства в зоне ответственности якутской аэронавигации. Ульяна Шагина, Джулус Накентьев, Якутск. К другим новостям. Переход на электронную трудовую книжку завершается 31 декабря этого года. Об этом сообщает Пенсионный фонд России. Формирование электронных трудовых книжек россиян начинается с 1 января. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведения о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде, без оформления бумажной трудовой книжки. Остальным гражданам до 31 декабря этого года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о введении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. С 2021 года в республике на поддержание скотоводства будет выделено 4 миллиарда рублей. Соответствующий закон был принят парламентом республики. В Якутии разведение крупного рогатого скота и заготовка молока ежегодно финансируется на 2 миллиарда 800 миллионов рублей, а со следующего года дополнительно будет предусмотрено еще 1 миллиард 200 миллионов рублей на маточное поголовье крупного рогатого скота. То есть личное подсобное хозяйство получит по 35 тысяч рублей на одну голову коровы, а перерабатывающее предприятие будет заготавливать 1 литр молока за 60 рублей при выделении средств из бюджета. При этом сельхоззаготовители будут принимать молоко только у крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов, но в то же время они могут закупить молоко у личных подсобных хозяйств, предварительно заключив договор с ними. Как говорят в Минсельхозе, ставки на литр молока прогнозируются от личных хозяйств от 15 до 25 рублей. Фермеры 35 тысяч рублей не получают, получают личные подсобные хозяйства. У них критериев два. Первое – это цель выдачи субсидий сохранения маточного поголовья. То есть если у вас на 1 января 2021 года поголовье было по хозяйственной книге на вас написано, то на 1 января 2022 года это поголовье должно сохраниться. Это первое требование. При невыполнении данного требования выданная субсидия обязательно к возврату. Второй критерий – это то, что мы использовали данную субсидию для нужд развития личного подсобного хозяйства. То есть мы можем эти средства потратить на приобретение кормов, на приобретение горюче-смазочных материалов, то есть все расходы, которые необходимы для развития личного подсобного хозяйства. В том случае, если деньги будут использованы в нецелевом виде, то эта субсидия облагается налогом в размере 13%. Завершился первый республиканский чемпионат Kids Skills. Центр творческого развития школьников Алекминского района уже продумывает развитие этого чемпионата уже в более широкий формат. Подробнее наш корреспондент. Айглана и Алия учатся во 2 классе. В этом году, узнав о чемпионате Kids Skills, их учитель предложил участвовать. Мамы девочек откликнулись сразу.
Девочки с радостью согласились. Обе любят помогать мамам готовить вкусности. А что вообще вы любите готовить? Блины, тост, печенье, пирожные. Кстати, именно их работу отметили эксперты в республике. Очень креативно подошли к затее. Компетенций на первом чемпионате было достаточно, чтобы заинтересовать по любому направлению. Так, Кристина, которая с детства увлечена рисованием, участвовала в компетенции «Технология моды». Когда маленькая еще была, рисовала. Мама мне показывала, как рисовать, или что-нибудь, я ее просила нарисовать, потом пробовала перерисовывать. Вот как ты думаешь, вот ты вот участвовала, вообще нужны такие конкурсы, или может не обязательно? Ну, они помогают развивать способности. Мама уверена, поддерживать такие занятия нужно. Первоначальным пунктом в изготовлении этой броши является пункт нарисовать эскиз. И как бы вот она, как раз по ее увлечениям, она подходит именно к этой компетенции. Хотелось бы, конечно, чтобы она и в других компетенциях поучаствовала, но вот пока попробовали именно в такой творческой компетенции. Мы уже говорили, что этот чемпионат проводился в республике впервые. Тем не менее, желающих участвовать набралось очень много. Инициаторы и авторы идеи мечтают продолжить и развить начинание. Мы хотим сделать такую программу «Лаборатория реальных дел», образовательную программу для малышей. То есть те дети, которые к нам будут приходить на следующий учебный год, они могут уже воспользоваться образовательной программой «Лаборатория реальных дел» для малышей, где будут небольшие модули по профессиям. Конечно, в таком возрасте определить будущее сложно, но получить навыки и представления о профессиях – это очень важно. А Айгылана и Алия уже мечтают о следующем конкурсе. Возможно, попробовать что-то совсем другое. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на Якутии 24. Мы следим за развитием событий. Удачного дня, берегите здоровье.